Уважаемые гости и участники, приветствуем вас на международном соревновании по вольной и женской борьбе среди юниоров и юниорок 2003-2005 года рождения памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, Заслуженного... Мы увидим торжественное открытие соревнований памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. 9-й международный турнир. У микрофона Александр Посельский и мой коллега Степан, тоже Посельский. Да, добрый вечер, уважаемые любители вольной борьбы, уважаемые любители спорта. Сегодня в предварительных поединках с 10:30 утра мы имели удовольствие смотреть за схватками. И сегодня у нас также есть финалисты у сборной Республики Саха-Якутия. Артем Слепцов вышел в финал весовой категории до 61 килограмма. Завтра он сразится с Али Гали Зедаган из Ирана. Также наш Роман Николаев вышел в финал весовой категории до 79 килограммов. И встретится также с иранцем Маджидом Багири. Ну и Лилиана, наша Рожина, тоже среди девушек, будет оспаривать золотую медаль, что очень приятно. Весовая категория до 68 килограммов. У нас начинается церемония открытия турнира нашего. Так что слово мы передаем ведущим нашей церемонии красочной. И, конечно же, вам предлагаем насладиться зрелищем этим, которое подготовили организаторы. Очень красочное зрелище вас ждет. Ну и, конечно же, наши трибуны, которые всегда украшают любой наш турнир. Большое количество зрителей. Я вот вижу, как мы предполагали, все центральные трибуны практически забиты зрителями, и финалы будут очень эмоциональными. Ждите в 18:00 обязательно, посмотрите финальные поединки. Будем болеть за наших. Сегодня у нас также есть золотые финалы. Лев Павлов, конечно, наша надежда, наш львенок, который растет на наших глазах и превращается в настоящего льва. Мы за ним сегодня тоже понаблюдаем. В категории 70 килограммов, 74 будем болеть за Владимира Баяновского, тоже приятно нас удивившего. Ну и девушки, которые тоже преподнесли нам много эмоций, подарили нам финал якутский, тоже сегодня мы посмотрим. Давайте смотрим церемонию.
Победы Романа Дмитриева навсегда вошли в историю советского и якутского спорта. Он являлся чемпионом мира и Европы, а также шестикратным чемпионом СССР по вольной борьбе. Роман Михайлович является одним из самых ярких борцов-вольников 20 века. Оллоғы төрөтөгүлөр зор берер диллере сирке түспүт серебие окко түспүт оңоуда оннук боллага оллоғы кыратыгар Süreri kötürmeliktir Iğar doğur koloruktanar Ciye kırağayına Arıt semerebe Elbeğin erener Erçimler sağalak Elbette verenir Wallah uladan Sihine tesiden Budune de buhan Allah ken artığına Ayanga durunur Впервые в истории международных соревнований среди юниоров Якутия приветствует не только борцов-вольников, но и прекрасных представительниц женской борьбы. В эти дни Якутск встречает лучших борцов-вольников юниоров и юниорок 13 стран. Начинаем парад участников соревнований. Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Индия, Иран, Казахстан.
Кыргызстан, Молдова, Монголия, Таджикистан, Узбекистан, Российскую Федерацию на международном соревновании представляют 15 регионов. Каждый юный спортсмен привез с собой не только мечту о победе и рекордах, стремление достойно представить свою страну, но и горячее желание найти здесь новых друзей, единомышленников. Поистине, спорт и дружба неразлучны. Для торжественного открытия международных соревнований по вольной и женской борьбе среди юниоров и юниорок 2003-2005 года рождения памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России СССР Романа Михайловича Дмитриева приглашаются Заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников. начальник управления единоборств Федерального центра спортивной подготовки сборных команд Министерства спорта России Александр Николаевич Кызласов. Старший тренер сборной России по вольной борьбе среди девушек, серебряный призер Олимпийских игр 2008 года Алена Владимировна Карташова. Супруга Романа Михайловича Дмитриева Антонина Сафроновна Дмитриева. Главный судья, судья международной категории Анатолий Алексеевич Ковалев. Слово предоставляется заместителю председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергею Васильевичу Местникову. Күнді сақавыт сирен олықтақтыра. Ұтық тавыллақ, ұтық маны өлжеттар. Әйгенне бүгінгі олимпийский чемпион Роман Дмитриев атынан ұтылар аңды жұтахыннағы көңіл тұстуға көректігі сағаламытынан Саха Республикатын Илдар ханнатыттан ететік істендік әғардалі бен көңілі. Уважаемые жители, уважаемые гости, спортсмены, судьи, тренера. Разрешите от имени главы Республики Саха-Якутия поздравить вас с открытием международного турнира по вольной и женской борьбе среди юниоров памяти Романа Михайловича Дмитриева.
Уважаемые жители, уважаемые гости, народ Якутии с теплотой в душе, любовью в сердцах хранит память о Романе Дмитриеве. Тогда наши прославленные спортсмены Роман Дмитриев, Павел Пенегин, Александр Иванов прославили нашу Якутию на весь мир, открыв тем самым путь к олимпийским вершинам, путь к спорту высших достижений для многих поколений якутян. Сегодня, проводя международный турнир памяти Романа Дмитриева, мы вспоминаем первый всероссийский турнир памяти Романа Дмитриева, который проводился в городе Мирном в 2011 году. Тогда в всероссийских соревнованиях приняло участие около 100 спортсменов. А сегодня соревнования уже носят международный уровень, и в них принимает участие более 250 спортсменов из 13 стран и 17 регионов Российской Федерации. Это является ярким доказательством того, что спорт объединяет, что спорт – это мир и дружба. Народ республики и Республика Саха-Якутия проводит целенаправленную работу по увековечению памяти о Романе Михайловиче Дмитриеве. В честь Романа Дмитриева названы улицы, скверы, площади, функционирует школа Олимпийского резерва. В следующем 2024 году наша республика будет отмечать 75-летие со дня рождения Романа Дмитриева. И сегодня по поручению главы республики Айсена Сергеевича Николаева готовится мероприятие по увековечению памяти и проведению юбилейных мероприятий в нашей республике. Одним из ключевых событий юбилейного года станет строительство и ввод на родине Романа Дмитриева в селе Жиганского Луса многофункционального спортивного комплекса, который вот-вот уже начнет строительство и завершится с вводом в эксплуатацию уже в 2024 году. Правительство республики и впредь будет продолжать работу по увековечению памяти Романа Дмитриева, чтобы память о великом спортсмене жила вечно и передавалась от поколения в поколение. Уважаемые жители, уважаемые гости, объявляю международный турнир по вольной и женской борьбе среди юниоров памяти Романа Дмитриева открытыми. Слово для поздравления предоставляется начальнику управления единоборств Федерального Центра спортивной подготовки сборных команд Министерства спорта России Александру Николаевичу Кызласову. Приветствую всех участников международных соревнований по вольной борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Вольная борьба является одним из популярных и ведущих видов спорта в вашей республике. Хочу сказать слова благодарности организаторам соревнований за прекрасную организацию этого турнира. В этом году впервые в программе международного турнира принимают участие спортсменки. Это юниорки до 21 года. Также хочу сказать слова благодарности всем странам, которые сумели принять участие в этих соревнованиях и поддержали праздник борьбы. Всем спортсменам желаю крепкого здоровья, верить в свои силы и в дальнейшем радуйте нас своими яркими победами. Спасибо. За развитие и популяризацию спортивной борьбы в Республике Саха-Якутия благодарность Министерства спорта Российской Федерации объявляется
Спиридонову Леониду Николаевичу, министру спорта Республики Саха-Якутия. За развитие и популяризацию спортивной борьбы в Республике Саха-Якутия благодарность Министерства спорта Российской Федерации объявляется Кантоеву Александру Степановичу, призеру чемпионата мира, заслуженному мастеру спорта России. Слово предоставляется серебряному призеру Олимпийских игр 2008 года, старшему тренеру сборной России по вольной борьбе среди девушек Алене Владимировне Карташовой. Приветствую любителей и профессионалов нашего вида спорта. Желаю турниру процветания. Дорогие родители, не бойтесь отдавать девочек в наш вид спорта. Он открывает большие двери в жизнь. И пусть победит сильнейший. Всем спасибо. Слово предоставляется супруге Романа Михайловича Дмитриева Антонине Сафроновне Дмитриевой. Всем добрый вечер. Я рада приветствовать всех вас сегодня на очередном турнире памяти Романа Михайловича. Каждый раз он проводится в стенах этого замечательного спорткомплекса, названного в честь триумфа якутских борцов на Олимпиаде в Монреале в 1976 году. И мы продолжаем надеяться, что подобное событие когда-нибудь произойдет. Для этого мы каждый год проводим турнир. Как вы все знаете, в этом году на турнире впервые участвуют девушки. Это тоже историческое событие, которое, я надеюсь, даст мощный толчок развитию женской вольной борьбы в республике. Женщины на севере у нас очень сильные духом, волевые, крепкие, привыкшие к суровым условиям. И я думаю, что этот вид спорта будет интересен молодым девушкам. Турнир, как вы знаете, собрал в этом году рекордное количество участников. И это тоже очень радует. За это и вообще за всю проделанную работу по увековечению памяти Романа Михайловича я хочу выразить всем причастным к организации этих мероприятий, начиная от руководства республики, правительства республики, Министерства спорта, училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева и заканчивая Федерацией спортивной борьбы Российской Федерации, Министерству спорта Российской Федерации, которое в этом году выделило большие средства на проведение турнира. Участникам турнира я желаю целеустремленности, воли к победе и иметь те же качества, что у Романа Михайловича. Быть быстрее, выше, сильнее, умнее и выдержаннее, и тогда победа будет за вами. Всех присутствующих благодарю за внимание, за добрую память, желаю всем здоровья и благополучия. Спасибо. Слово предоставляется судье международной категории Анатолию Алексеевичу Ковалеву. Уважаемые зрители, уважаемое руководство, дорогие участники, я как главный судья хотел бы также сказать слова благодарности правительству Республики Саха-Якутия, Федерации спортивной борьбы России, Федерации спортивной борьбы Республики Саха-Якутия за то, что этот один из сильнейших юниорских турниров, в него включили юниорок. Они только украсили этот турнир и привезли действительно сильнейшие составы. Это слова благодарности не только мои, а от представителей всех команд, которые приехали. Ну и по регламенту я хотел бы сказать, сегодня состоятся все финальные схватки
у девушек, у юниорок до 50 килограмм. На 2 коврах А и Б, А и С будут проходить борьба за 3-е место. После этого за 1-е место на центральном ковре. Сначала порядок 50 килограмм, 55, 59, 65 и 72 килограмма девушки. И юниоры 97, 86, 74, 65 и 57 килограмм. Пожелаем финалистам успешной борьбы, красивой борьбы. Спасибо. Почетных гостей открытия соревнований просим занять свои места. Для награждения приглашаются чемпион мира Абдусалам Гадисов и чемпион Европы Кудиямагомедов Шамиль. От имени Федерации борьбы Республики Дагестан благодарность объявляется Юмшанову Петру Петровичу. Уважение, дружба, продолжающаяся из года в год, с таким качеством, что даже борьба на стартах заканчивается радостью за успех друга. Спортсмены все делают вместе. Вместе учатся и тренируются. Вместе преодолевают сложности. Вместе ездят на соревнования и сборы. Они тянутся друг к другу и точно знают, что такое команда. Но спорт – это также сильная конкуренция и тяга к победе. В этом и есть сила – сохранить в себе ценности и оставить соперничество на ковре.
Сплоченность и командный дух – залог успеха в мире большого спорта. И сегодняшние наши спортсмены-юниоры тому подтверждение. Спорт всегда был не только средством укрепления физического и нравственного здоровья человека, но и силой, объединяющей народы. На этом торжественное открытие международных соревнований по вольной и женской борьбе среди юниоров и юниорок 2003-2005 года рождения памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России СССР Романа Михайловича Дмитриева, посвященного столетию физкультурного движения в Якутии, завершается. Желаем успехов участникам. Пусть победит сильнейший. Впереди новые ступени к победам, славе, признанию. Аска. Уважаемые любители спорта, уважаемые любители вольной борьбы, гости, спортсмены, послушайте, пожалуйста, информацию. Борьба за 3-е место пройдут на 2 коврах. На ковре А и на ковре С. Борьба за 1-е место во всех весовых категориях пройдет на ковре Б. Ladies and gentlemen, dear fans and athletes, we are... Вовремя своим выступлением. Просьба подготовить... Итак, добрый вечер еще раз, дорогие телезрители, дорогие любители спорта. С вами на прямой связи снова Центр спортивной подготовки «Триумф», город Якутск. И у нас первые финальные схватки международного турнира по вольной и женской борьбе памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. С вами комментаторы Степан Посельский и Вячеслав Абдусаламов. Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему Якутск держит нас в напряжении, и это напряжение приятное, это борцовское напряжение. Самый эпицентр, наверное, международной молодежной борьбы сегодня, я думаю, достигнет своего апогея, кульминация, финалы. Финалы и малые финалы второго соревновательного дня в 5 весовых категориях. Это очень интересно. Сейчас уже прямо мурашками по коже покрываются все настоящие болельщики борьбы. Я думаю, что вам это тоже передается. И вроде бы не первый турнир для меня, но вот сейчас у меня такое приятное волнение, которое свидетельствует о том, что нас ждет что-то очень интересное и захватывающее. Как считаешь, Степан? Да, конечно, дорогие телезрители, давайте мы объясним, да, как сейчас пройдут финальные поединки. Сначала начнем мы со схваток за бронзовые медали. На 2 коврах параллельно будут проходить эти встречи. На ковре А и на ковре С. Мы с вами будем наблюдать за схватками сначала на ковре С. Ну и, конечно, я с вами согласен, Вячеслав, конечно, сейчас мы уже второй день наблюдаем за схватками здесь, в Якутске, да, и уровень соревнований действительно очень высокий. Чтобы не быть голословными, скажем, что здесь выступают и победители первенств мира, Азии, Европы, да, много действительно первых номеров своих национальных команд. Очень сильные команды Ирана, да, Армении, из Индии даже приехали борцы, из Греции, да, ну то есть и география очень широкая, еще раз повторимся, скажем, что всего у нас выступают
13 команд, ну, включая, да, Россию. Да. 27 регионов представлены здесь у нас на коврах Центра спортивной подготовки «Триумф». И сейчас мы ждем борьбу за третье место в весовой категории до 50 килограммов. На ковре «С» выступят Алина Куриленко из Беларуси и Солонго Отгонбаяр, Монголия. Я еще добавлю, да, действительно, и с точки зрения представительности команд, да, здесь масштаб довольно немаленький, 13 стран. И не просто для галочки, да, как бы страны приехали, привезли хорошие составы. Некоторые из них, я же говорю, побеждали еще и на Коркинском турнире на взрослом, а там был уровень запредельный. Тот же Мобин Азими, который сегодня отобрался в финал и завтра оспорит золото, очередное золото свое возможное якутских турниров. До этого он 4 месяца назад победил на взрослом уровне на Коркинском турнире. Здесь будет оспаривать золото молодежного турнира. Но я вот какой-то момент ловлю себя на мысли, что я даже не чувствую, что это молодежный турнир. Это взрослый турнир, совершенно точно, что уровень борьбы просто фантастический. Я бы сказал, что вот эти ребята, которые здесь выступают, они бы не потерялись на уровне где-нибудь чемпионата Европы, может быть, даже на чемпионате мира о себе бы некоторые из них заявили. И я уверен, однозначно заявят в самое ближайшее время, потому что очень талантливые ребята. Да, согласен. Еще раз, да, скажу, что действительно, по крайней мере, про финалистов такое сказать точно можно. Сегодня очень интересные схватки нас ждут. На центральном ковре будут бороться наши золотые финалисты, которых мы будем ждать. Ну а сейчас уже готовы девушки выступить. Да, мы сейчас ждем, когда девушки выйдут уже на центральный ковер. Хотя вот видим, да, уже спортсменки готовы, ждут только арбитров, видимо, да. Ну и Вячеслав, по традиции, да, снова спрошу о впечатлениях, которые, да, у тебя остались. Вот за 2 дня уже гостишь у нас. Впечатления самые яркие. И вот я думаю, что тот факт, что впервые представлена здесь женская программа, и вот вчера на встрече с главой Айсеном Сергеевичем Николаевым попросила Алена Карташова, старший тренер юношеской команды по девушкам, чтобы очень внимательно, особенным вниманием отнеслись к женской борьбе, потому что такие же медали приносит. А я скажу, что вот после такой прекрасной и яркой церемонии открытия, которая предваряла сегодняшние финалы, девчонки просто не имеют права продемонстрировать что-то меньшее в силу духа, в силу своей принадлежности к прекрасному. Вот сейчас ждем прекрасной борьбы. Алина Куриленко и Солонго Отгонбаяр — это представительницы истинно борцовских регионов, да, истинно борцовских стран. Это и Белоруссия, и Монголия. Они стабильно занимают верхние ступени пьедесталов, мировых пьедесталов на самых высочайшего уровня и калибра соревнованиях. Поэтому здесь, конечно же, ожидаем мы от них интересно захватывающей борьбы, динамики. И я думаю, что счет будет, возможно, даже и крупным по итогу этого поединка, потому что видно сразу же, что, во-первых, категория 50 килограммов, да, самая легкая весовая категория, олимпийская весовая категория, и она просто предполагает, что нужно атаковать. В этой категории, как правило, одни из ярчайших бориц. Вот я могу вспомнить мою знакомую хорошую Юи Сусаки, олимпийскую чемпионку, которая сейчас, наверное, является флагманом в мировой борьбе в этой весовой категории. Но вот сейчас монгольская спортсменка пытается прихватить инициативу, близка она к тому, чтобы набрать баллы, но сопротивляется, что есть сила, Алина Куриленко. Да, и что приятно отметить, это то, что в этой весовой категории у нас якутский финал ждет за золотую медаль. Александра Копылова и Надежда Куличкина, представительницы сборной Республики Саха-Якутия, вышли в финал в этом весе. И обе они одержали в полуфиналах точно, я скажу, досрочные победы. Очень красивые схватки показали. И я думаю, что финал будет не менее красочный. Совершенно точно. Абсолютно заслуженный якутский финал в весовой категории до 50 килограммов. Девчонки давно уже пристреливали, что называется, и были вокруг да около ходили. И вот сейчас вот как раз им представилась такая возможность оспорить золото. И я думаю, что кто бы ни победил, однозначно и та, и другая спортсменки заслуживают самой главной награды. Ну а у нас в этом поединке уже теперь небольшая смена вектора атак. Белорусская спортсменка попыталась прихватить инициативу, не получилось у нее этого сделать. И вот сейчас истекают 30 секунд активити, которые даны представительнице Белоруссии. Если она не совершит каких-либо технических действий, которые принесут результат, то балл достанется монгольской спортсменке Отгонбаяр. Видимо, так оно и будет. Да, 1-0 повела представительница Монголии. Ну, пока однозначного преимущества никому
отдать нельзя, потому что как качели развиваются события в этой схватке, пока не блещут они эффективностью, но с другой стороны много силовой борьбы. И вот сейчас попытка броска есть, проходит на 4 балла бросок в исполнении Атгонбаяр, и 5-0 уже. 5-0 на табло в пользу монгольской борицы. Еще и пытается тушировать свою соперницу, но я думаю, в этом положении ей сделать будет сложно. Это в таком скрученном положении находится Куриленко, но вроде бы в большей степени она на груди, чем на спине, чем на лопатках. И при этом придерживает корпус ее и так на излом берет руку Атгонбаяр. И вот это может быть опасно с точки зрения травматичности, но пытается. Да, свисток, арбитр. Почувствовал, видимо, да, нет, здесь все-таки да, время завершилось. Да, и 5-0 ведет спортсменка из Монголии. Ну, Монголия, опять же, отметим, что по традиции очень сильна и в женской борьбе тоже наши постоянные гости. Да, это те самые спортсмены и спортсменки, которые с нами всегда, и вот даже в сложные времена с самого начала изоляции международной именно монголы приехали на наш первый турнир под Дубново, и мы это, конечно же, не забываем, мы это прекрасно помним. Друзья, как говорится, познаются в беде. Вот монголы и иранцы с нами на протяжении длительного периода. Это наши, с одной стороны, соперники, с другой стороны, наши друзья хорошие. И вот сейчас они демонстрируют как классную борьбу, так и украшают нас своим дополнительным представительным присутствием, да, как говорится. То есть лишних стран не бывает ни на одном из турниров, особенно в наше сейчас такое непростое время. Вот получает небольшой тычок в лицо, видимо, монгольская спортсменка. Я уверен, что это совершенно случайно произошло, там в пылу борьбы, чего только не может быть. Белорусская спортсменка, видимо, отмахивалась и случайно задела нос Атгонбаяр. Да. Салонго Атгонбаяр. Небольшая пауза у нас в схватке. Но бросок она показала, конечно, очень красивый и ведет 5-0. Хотя вот этот бросок вот именно из характера, из сценария схватки не вытекал, потому что была равная борьба, и там просто вот удобное положение попалось ей белорусская спортсменка. Грех было не воспользоваться этим эпизодом, что и сделал Атгонбаяр. Вот теперь 5-0, она уже явным фаворитом выглядит, учитывая, что схватка примерно равная по силам. Девчонки, я думаю, друг другу равны. И здесь совершить вот повторно такой бросок только в обратную сторону, конечно, возможно, но это будет сделать не так-то просто. Но, с другой стороны, есть преимущество, в том числе и у белорусской спортсменки Алины Куриленко, которая обладает чуть большей длиной рычагов, возможно, большей легкостью, подвижностью. В этом, возможно, ее шанс. Будем наблюдать. Минута 55 секунд остается до конца схватки. Времени еще вагон и маленькая тележка. Если им грамотно воспользоваться, то, я думаю, можно даже не рассчитывая на броски, все равно догнать и перегнать. Но вот что позволит сделать своей сопернице Салонго Атгонбаяр, вот это большой вопрос. Она упирается и не собирается отсиживаться в обороне. Она как бы такую активную оборону ведет. Ну да, если говорим о преимуществе, как мы видим, да, зато мощность, что называется, да, на стороне больше Атгонбаяр, и она... Вот очередные 2 балла прибирает она к рукам и упрочивает свою роль фаворита в этом поединке. И опять же, вот сейчас как она набрала эти баллы, она воспользовалась давлением своей соперницы Куриленко и как бы использовала ее же энергию против нее самой. Такое не психологическое, а физическое айкидо, я бы сказал, да, то есть вот как раз использовать силу соперника, инерцию его движения. Ну а у Куриленки никаких других вариантов не оставалось, кроме как идти в атаку. И, конечно же, это такое обоюдоострые моменты, которые возникают в связи с тем, что спортсменка раскрывается и, как говорится, чревата и подвержена ошибкам. Ну да, сейчас белорусской спортсменке терять нечего. Последняя минута схватки. И будет она пытаться искать захват. Вот попытка броска. Вот даже отлично! прошел. 4 балла, да? Да, и это уже интрига. Интрига 4, дарит нам Куриленко. 3 балла можно отыграть за 35 секунд, но не тут-то было. Монгольская спортсменка переходит в контрнаступление и прижимает на стилу ковра свою соперницу. И времени у нее достаточно для того, чтобы завершить это очень близко к чистой туше. победой. Да, это туше. Так и происходит. Туширует свою соперницу, которая, воодушевившись, пошла в наступление, совсем забыла об обороне. Ну, с другой стороны, наверное, и сложно ругать Куриленко за это, потому что, когда появилась возможность, представился шанс, то и времени тут уже не оставалось, кроме как идти в атаку.
ни о чем другом не думает. Ну а Салангулат Гомбаяр очень грамотно, очень практично провела свою схватку, особенно ее концовку, и воспользовалась теми ошибками, которые совершила Куриленко. Уверенно завоевала бронзовую награду международного турнира Романа Дмитриева 2023, с чем мы ее и поздравляем. Вот посмотрите замедленные повторы этих ключевых эпизодов схватки. Первая медаль у нас на глазах разыграна нашего турнира, и бронзовая медаль уходит сборной Монголии. Посмотрите, какая сложная завязка была, да, то есть нога, рука, там даже сложно разобрать, кто и где находится. Такая очень непростая ситуация была для Алины Куриленко, ну и, конечно же, сложно было там устоять, тем более под массой спортсменки, которая довольно-таки габаритная. И у нас золотой финал в этой весовой категории, категории до 50 килограммов. Александра Копылова и Надежда Куличкина, две спортсменки из Якутии, две наши красавицы, наши надежды в этом весе на золотую медаль. Ну, то есть золотая медаль у нас уже есть в копилке, да, но кому она достанется вот поименно, да? Посмотрим. Представительницы ли известной борцовской династии, братско-сестринской, да, как говорится, или же, семейная, да. или же представительницы ее соперницы. Надежда Куличкина, ее соперница, да. Очень активно, как всегда, начинает, правда, Саша Копылова. Она никогда не отсиживается в обороне, не ждет момента своего. Она всегда создает сама моменты. Правда, иногда ошибается и в обороне. А если вот на молодежном уровне расценивать регалии этих спортсменок, у кого больше Ну да, побед? у Саши Копылова все-таки, наверное, и опыта побольше. И видим, да, что первым номером она здесь работает, наверное, чувствует в себе тоже лидерские задатки в этой паре. Но Надежда показала очень хорошую борьбу, качественную, красивую борьбу тоже. И опа! Красивый бросок в исполнении Александры лампочку, Копыловой. да, закрутила на 2 балла. Да, конечно, это было не амплитудно, но в то же время очень красиво и динамично. Что самое главное, неожиданно для соперницы Куличкиной. И 2 балла вот впереди. И я думаю, что эти 2 балла, они гораздо дороже, чем на самом деле оценены рефери, потому что они несут в себе такое психологическое преимущество, которое вот сейчас прихватило Александра Копылова. Мало того, что она фаворитом в этой схватке была, так еще и сразу же воспользовалась динамикой и инерцией своей соперницы Куличкиной и набрала первые 2 балла. А сейчас уверенно сдерживает ее атаки, хотя напирает Куличкиной. Я бы сказал, что вот это определение «молодой проспект» для нее с одной стороны подходящее, с другой стороны я бы сказал, что она в статусе темной лошадки для некоторых из наших болельщиков, которые не совсем в теме, да, то есть а на самом-то деле видно, что всегда, когда на тебя ставку не делают, тебе проще психологически. Тебе, если ты уступишь, то никто тебя особенно и ругать-то не будет, но появляется возможность всех удивить, и этой возможностью часто новички пользуются. Ну, здесь я думаю, что обе спортсменки на самом деле заслуживают лестных эпитетов и аплодисментов за свои действия как перед этим финалом, так я думаю, что и по итогу этого финала. Ну вот посмотрим, в чью сторону качнется чаша весов. Пока за 55 секунд до конца первого периода Александра Куличкина, пусть немного, но чуть активнее своей соперницы и уверенно пока работает в обороне. Александра Копылова, да, поправлю, да. Александра Копылова. И уверенно пока работает в обороне, не позволяя ничего предпринять успешного своей сопернице. Но в то же время видно, что не просто ей это дается, потому что такая атакующая мощь присутствует в действиях Надежды Куличкиной. И я думаю, что мало кому легко будет сдерживать ее. Посмотрите, 2 балла набирает Куличкина. Отыгрывает, да, 2 балла, и счет уже равный 2-2. Вот что я и говорил до этого, прям вот чувствовал, что назревает атакующее действие, это эффективное действие в исполнении спортсменки в синем трико, что она и продемонстрировала, и продолжает, главное, атаку. Да, этот финал не оставит нас без интриги, я думаю, да, и до конца встречи у нас будет возможность поболеть за ту или другую спортсменку. Я думаю, что сейчас многие любители вольной борьбы, многие и сейчас болеют за ту или другую, да. Посмотрим. Последние секунды первого периода. Степан, мне очень интересно будет такие схватки наблюдать, потому что приятно будет болеть как за одну, так и за другую, в зависимости от эпизода. Вот сейчас Александра Копылова пошла в атаку и заработала еще 2 балла, вырвалась вперед. Но кто сможет сказать, что это все в этом поединке? Нет, конечно же.
Да, 30 секунд на отдых. Ким-Кимович Колодезников, старший тренер нашей команды среди девушек. Да, ну, конечно же, важно на первый период, по итогу первого периода на перерыв уходить в статусе фаворита, да, и, конечно же, сделала себе такую небольшую, приятную... Да, буквально на услугу. последних секундах, да, мы видим, да, как раз последняя секунда, там уже отсчет шел, и Александра успела провести эту атаку. Это, Да, конечно, воспользовалась, видимо, чуть-чуть потерей концентрации соперницы, Да. которые мало кто ждет, на самом деле, на последних секундах атак, потому что, ну, все уже стараются сэкономить силы и направить их больше в нужное русло второго периода. А тут Александра Копылова продемонстрировала, что с ней нельзя расслабляться никогда. Ну и, безусловно, второй период мы ждем активизации Надежды Куличкиной, которая и без того постоянно держала в напряжении свою соперницу, постоянно раздергивала ее, постоянно выцеливала атаки. Но тут она вынуждена атаковать и ошибается в очередной раз. 6-2 становится счет в пользу Копыловой. И продолжается атака. Выводит она на накат свою соперницу, но там магнитом прижимается к ковру, и рефери поднимает обеих спортсменок. В то же время свою работу Александра Копылова делает великолепно, методично набирая баллы. И вот уже 4 балла преимущества довольно комфортными видятся. Не только, я думаю, с ее стороны, но и глазами специалистов, учитывая ее преимущество в регалиях. И вот сейчас и ногу еще забирает Александра Копылова. Посмотрите, догоняет она свою соперницу, коршуном на нее бросается. И уже 8-2 счет. Александра, да, очень выкладывается на 100%. Это финал, конечно, да, по-другому здесь нельзя. Это золотой финал. Волнение, конечно, видно, да, и у той, и другой немного скованной выглядит Куличкина, если честно, да, она показывала гораздо более зрелую борьбу. И наоборот, воодушевленная Александра Копылова идет в очередную атаку. Уже она гораздо увереннее и быстрее действует и заставляет ошибаться соперницу. И все-таки что-то мне подсказывает, что зубы свои еще покажет Надежда Куличкина. И не даст она так просто одержать победу в этой схватке Александре Копыловой, несмотря на вот эту кажущуюся легкость, с которой сейчас действует спортсменка в красном трико. Но продолжает упираться Надежда Копылова. И ждем мы от нее вот этой вот нацеленности на атаки. Пытается продернуть руки своей соперницы Копылова и опять в очередной раз сбить равновесие своей соперницы. И удается еще 2 балла набрать. 10-2 и 12-2. И накат 12-2. Увы, к сожалению, а возможно для кого-то и к счастью. Но интриги не будет. За минуту и 17 секунд до конца мы фиксируем финальный итоговый результат. Александра Копылова 12-2 побеждает Надежду Куличкину и завоевывает первое золото международного турнира Романа Дмитриева 2023. С чем мы ее и поздравляем. Да, и приносит она хозяевам ковра, хозяевам соревнований, что очень приятно, Александра. Ну и серебряная медаль Надежды Куличкиной тоже дорогого стоит. Первые 2 медали, золото и серебро, уходят в копилку сборной Якутии. Кстати, вот глядя в ее глаза, очередной раз себя поймал на мысли, как же она похожа на братьев, да? То есть да. у них есть что-то во взгляде, Братья ну и в действиях тоже. Старшие Петр и Алексей, оба победители первенств мира и Европы. Ну и сестренка младшая тоже вот продолжательница борцовских традиций. Энциклопедия борьбы в исполнении Александры Копыловой. Посмотрите. Классика, технику, да, классика вольной борьбы, проходы в ноги, накаты. Да, мы остаемся сейчас на ковре С, да, и посмотрим, опять же, международную встречу в весовой категории уже до 55 килограммов. Глафира Степанова, Россия, и спортсменка из Кыргызстана Кадырбек Кызы Аруке. Так, это представитель весовой категории до 55 килограммов. Бронзовая схватка. Россиянка в синем трико, киргизская спортсменка в красном. Нет, наоборот. Да. Россиянка в красном трико, киргизка в синем трико. Кадырбек Кызы Аруке. Такая замысловатая фамилия. Прессингует Аруке. Пытается захватить инициативу, но Степанова возвращается в центр ковра. Сразу проходит в ноги. Активно начинают обе спортсменки. Собирает ногу наша спортсменка, но и придерживает, прихватывает ее голеностоп. Также Аруке. Ну и
и будет ли продолжение в этом эпизоде? Нет, очень сложно что-то придумать, когда обе спортсменки друг друга прихватывают. И в таком неудобном положении скорее будем терять время, если рефери бы оставил их дальше выяснять отношения. Понимая это, поднимают он их в стойку для большей динамики, для большей зрелищности. И сейчас вот я думаю, что судя по тому, как начали схватку эти обе спортсменки, нас ожидает интересное что-то, потому что очень подвижные и нацеленные на проведение атаку, технических да. действий. Борицы вот опять бросается, но правда не подготовлена Степанова и дает возможность Аруке набрать первые 2 балла. Теперь уже в партере пытается Аруке свои возможности показать, но арбитр вмешивается в центр ковра, поднимает спортсменок. Да, Глафира Степанова, совершенно верно вы подметили, не подготовила атаку и в итоге попалась на контрприем. Но зато сейчас она демонстрирует, что при хорошей подготовке она умеет вот этот прием провести хорошо. Зашла в ногу и 2 балла на ее счету. Да, 2-2. так что выравнивает она положение, а на самом деле схватка, я бы сказал, обоюдоострая, и поэтому у нас вот это напряжение ждет, я думаю, на протяжении всех оставшихся 4 с небольшим минут. Еще и ставят в партер. Аруке. Челлендж бросает. Нет, продолжается схватка. Встает. Да, недоволен тренер. Ну, конечно, это соревнование здесь. Да, балл забирают. Всегда, конечно, есть место эмоциям. Без этого в спорте никуда. Да и неинтересно это было бы, да, без таких эмоций. Да, безусловно. Ну вот 4-2 был счет на табло. Вот теперь 1 балл забрали. Или, как сказать, исправили цифры на табло. И вот задают вопрос, почему 1 балл. 3-2, да? Почему лишили балла? Или 4, все-таки 4, да. Все-таки вернули. Да, не всегда, конечно, бывает понятно логика событий, изменений цифр на табло, но есть какая-то, наверное, в этом особенная своя сакральность. Я думаю, что у каждого из представителей борцовских профессий есть свои нюансы. И, как бы, сложно влезать в них, не совсем разбираясь в теме, но, конечно, иногда хотелось бы понимать, в связи с чем стремительно меняет. Вот желтая карточка Аруке показана, и, видимо, еще в связи с этим балл показан. Балл отдан сопернице. Продолжает нагружать шею и корпус своей соперницы Аруке. И, воспользовавшись неразберихой, переходит в наступление. Сравнивает счет 4-4, но преимущество пока по качеству баллов на стороне Степановой за 9 секунд до конца первой половины поединка. Да, захватывающий поединок. Мы смотрим 55 килограммов. Равные соперницы. И счет об этом свидетельствует. Да, 4-4. Нас ждет еще 3 минуты, которые мы ждем с нетерпением. Вообще, за что люблю я женскую борьбу? За то, что постоянное вот это напряжение на протяжении большинства поединков. Да, бывают, конечно, схватки, когда явный лидер выходит и там разбирается, но очень много схваток таких вот беспрецедентно непримиримых. Я бы сказал, где искры летят и до самой последней секунды ожесточенная борьба. Иной раз даже гораздо больше напряжения, чем в мужской борьбе. Поэтому, конечно, всегда интересно бывает наблюдать за схватками, особенно у таких вот заряженных спортсменок, подвижных, техничных. И вот как раз этого мы ждем от второго периода схватки Аруке и Глафиры Степановой. Равный счет 4-4, небольшое преимущество по качеству у Степановой, но, судя по сценарию первой половины поединка, чуть больше активности проявляла спортсменка из Кыргызстана. И поэтому абсолютно еще ничего не сказано в этом поединке, и все только начинается. Сразу же начинают с захватов обе спортсменки. Да, очень активные спортсменки обе. И ждем мы, кто же начнет первой. Аруке нагружает шею спортсменки. И
здорово, вокруг пытается нее. выйти за спину. Посмотрите, как уворачивается от ее атак Степанова, но все-таки отдает Удается, 2 да, балла. о руке. Еще 2 балла заработала, 6-4 уже. Но мне понравилась такая эстетская тактика Степановой, когда пыталась забежать за ее спину Аруке, она еще так через ее ногу пыталась перепрыгнуть. До такого, на самом деле, не каждая додумывается. Это свидетельствует о хорошем уровне и физической подготовки, и с воображением у девчонки полный порядок. Ну и школа, значит, хорошая, да, борцовская? Да. Я думаю, за ней будущее нашей сборной. Да, молодые совсем еще девушки, конечно, у них впереди большая спортивная карьера, я думаю. Сайпула Абсаидов и Магомед Расул Баталов как никогда нуждаются в обновлении, в том числе в свежей крови, как говорится, молодых спортсменках, которые могут влиться, органично влиться в национальную команду и которые со временем станут лидерами. Они открыты к предложениям. Пожалуйста, показывайте борьбу. Амар Магомедович Муртузалиев, бессменный лидер нашей команды, который возглавляет федерацию и ответственный за вице-президентом является Федерации спортивной борьбы России и возглавляет женскую борьбу. Он так и сказал в одном из интервью, что вот я кладу на центр ковра ваш гонорар. Пожалуйста, выйдите, победите и заберите его. Почему вы отказываетесь это сделать? Да. Вот посмотрите, что происходит. 2 балла Глафира у нас Степанова. на ковре Степанова сравнивает счет 6-6. Эти качели продолжаются. Хорошо как. Смотри, еще за спину выходит и за ковер выталкивает. Еще 1 балл, 7-6. Я в думаю, пользу Степанова. Я думаю, действием вот этой спортсменки сейчас тренерский штаб и руководство женской федерации и женской борьбы были бы довольны сейчас. И поэтому в том же духе желаем продолжать Глафире Степановой, которая перехватывает инициативу на последней минуте поединка. И очень мы верим в то, что именно ей достанется победа в этом поединке и бронзовая награда. Но до этого еще прилично времени. И Аруке, учитывая нацеленность на атаки, сдаваться не собирается. Постоянно она выводит на, хотелось сказать, ударную позицию, бросковую позицию свою соперницу. И Но последняя атака от нее точно будет. И, возможно, именно эта атака определит победителя встречи. Пытается пройти в ногу. Хорошо защищается Глафира. Контролирует соперницу. Из последних сил 20 секунд остается. И, насколько я понимаю, 1 балла будет недостаточно Аруке, если она сравняет счет. Потому что, по-моему, по качеству баллов еще плюс желтая карточка. Я думаю, что преимущество будет на стороне Степанова. Только 2 балла нужны, то есть перевод, либо накат. Но нашей спортсменке ни в коем случае нельзя позволять этого делать. 10 секунд до конца. В атаке пытается подсечку совершить. Аруке не удается это сделать. Пытается забежать за спину, но крепко держит, намертво держит ее подколенное сухожилие Глафира Степанова. И в этот момент звучит финальный свисток. Вот такое напряжение, падает без сил Аруке. Она сделала все, что было в ее силах, и даже больше. Этого, к сожалению, для нее не хватило. Ну а мы поздравляем нашу представительницу Российской Федерации Глафиру Степанову с вот этой трудовой, я бы сказал, бронзой. Она действительно ее заслужила. Это был настоящий финал, да. И напряжение, конечно, все 6 минут, да, витало в воздухе. Никто не мог сказать до последней секунды, кто выиграет эту схватку. Да, Ну, настоящее украшение действительно нашего турнира. И не в обиду будет сказано представителям вот этой категории, которые сейчас оспорят золото, но я не согласен с определением малый финал. Это совершенно большой финал. Большущий финал, я бы сказал, учитывая эмоции и зрелищность борьбы, которую нам подарили Глафира Степанова и Кадырбек Кызы Аруке. Да, сейчас мы насладимся повторами этого финального поединка. Ну и ждем мы на центральном ковре представительницу Беларуси Александру Булаву и спортсменку из Азербайджана Рузанну Мамадову. Вот смотрим, да, как развивались события. Здесь очень много было технических действий. Очень интересные завязки. Ну, такая действительно классическая борьба, да. Вольная борьба. Много приемов показали девушки. Контрприемов. Вот Александра Булава, вот мы вчера, по-моему, комментировали даже ее схватку, и мы еще даже говорили о том, что у нее такая истинно древнерусская фамилия, да? И вот Булава — это такой предмет, да? Оружие. Оружие, да? Которое вот припасла ли она какое-либо оружие
для того, чтобы одержать победу в этой схватке, финальной схватке весовой категории до 55 килограммов против Рузанны Мамадовой. Вот это мы узнаем совсем скоро, но чисто визуально по комплекции обе спортсменки примерно равны. Мамадова очень по росту, технична. по-моему, да, тоже Да. нет большого преимущества ни у одной спортсменки. Но мы понимаем, что Азербайджан тоже борцовская держава, абсолютно Безусловно. сильнейшая, одна из сильнейших. Рузанна Мамадова прибирает инициативу к рукам и, посмотрите, переходит как из одного положения в другое во время своей атаки, переворачивается вокруг своей оси. И но 2 балла. 2 балла достается как раз-таки спортсменке из Булаве, Беларуси. Да. Казалось бы, ближе к тому, чтобы забрать баллы, была Мамадова, но вот в этом положении сумела воспользоваться ее оплошностью представительница Белоруссии. Здесь пока не так много движения, не так много перемещений и работы ног, как в предыдущей схватке в малом финале, но в то же время, учитывая статус этого поединка, оно и понятно. Никто не хочет ошибаться. На самом деле, в любом поединке, что в малом финале, что в большом, обе спортсменки всегда хотят, конечно, победить, и определенное напряжение присутствует, но есть один момент, один нюанс, который отличает малый финал от большого. Когда спортсмен нацелен на золото, и в итоге он уступает в полуфинале, либо же проходит через утешительные схватки в малый финал, то как бы ни ценна была медаль, он все-таки уже мысленно смиряется с тем, что золото ему не привезти. Если вдруг и бронзу он лишится, то не то чтобы ничего страшного, да? А вот золото никто не хочет терять, поэтому это часто сковывает спортсменов в финале. Но с другой стороны, есть еще такое понятие, что в бронзовом финале ты можешь остаться вообще без ничего, а Это в да. большом финале у тебя как минимум будет серебряная медаль. Но это, конечно, это зависит и от амбиций. Конечно. Ну, да, опять же, зависит от того, если спортсмен впервые приехал на такой крупный старт, и это будет его первая, возможно, серебряная медаль, как бы он не хотел золота, он все равно через время будет доволен и серебру. А если спортсмен привык бороться только за золото, лучше бы ему вообще остаться без медали. Но вот сейчас Рузанна Мамадова идет в атаку, пытаясь сравнять счет, но намертво крепко прихватывает ее корпус и руки булава и не позволяет ничего придумать в этом положении. 34 секунды до конца первого периода. Спортсменок есть. Пританцовывает Рузанна Мамадова, демонстрируя, что она заряжена на атаку и что у нее чуть больше энергии, которую она сейчас собирается трансформировать в опасные атакующие действия. А булава действует более размеренно, спокойно, грамотно, используя свое преимущество в 2 балла. И да, очень хладнокровно, да, булава хорошо защищается, в общем, контролирует ход схватки, и даже при том, что действительно угрожающе, да, вот финтит тебе не кажется, Мамадова. Степан, что чуть-чуть мешают волосы в булаве? Ну, зато красиво. Да, красиво, но мне кажется, что в этот момент она мало что видит, в тот момент, когда косичка переходит вперед, и для соперницы это как плюс. А в свою очередь у Рузанны Мамадовой другая прическа, собранные волосы назад, и, видимо... Но девушка всегда остается девушкой, будь она спортсменкой, да. Да, ну вот красиво смотрится на замедленном повторе, это однозначно. Ведь женская борьба — это не только сила, это еще и красота. А вот посмотрите в этом эпизоде, в котором набрала баллы в замедленном повторе Александра Булава, как все было на самом деле. Да, еще одна трехминутка нас ждет в этом финале. Мы разыгрываем вторую золотую медаль нашего международного турнира. Представительницы Беларуси и Азербайджана. В атаку уже идет Александра. Пока не получается. Но, видимо, хочет она увеличить свой отрыв. 2 балла, конечно, ничего пока не решают. Первая минута завершается. Атакует Мамадова. В опасном положении до сих пор. Вот здесь контролирует булава. Держит руку, да? Да, и кружит вокруг нее Рузанна Мамадова. Пытается прихватить заднюю часть бедра и зацепиться за соперницу. И все-таки, да, добивается она своего. 2 балла
забирает и сравнивает счет. Преимущество переходит спортсменке из Азербайджана. И в партере пытается работать. Но, к сожалению, вот, наблюдая за спортсменками или спортсменами, часто они, переходя вот в наступление, ограничиваются. Ну, то есть сначала динамика у них сохраняется, а как только они оказываются за спиной своего соперника, они дальше уже чуть сбавляют активность, и рефери это чувствует, поэтому не дает дальше возможности продолжать. А вот если бы многие соперники, как Садулаев, в стиле Садулаева действовали, не только нацелены на то, чтобы зайти за спину, но еще и накатить и желательно завершить все это в одном эпизоде, то тогда, конечно, было бы гораздо интереснее. Вот тут как раз мне понравились спортсмены из Ирана, которые очень хорошо оснащены. У них очень большой арсенал приемов, и они, если не получается один, то сразу же переходят на другой прием и могут каскад действий совершить и в одной атаке 3 приема показать. Да? Но это, конечно, признак высокого мастерства. Да, ну и отличная физическая и функциональная подготовленность. Это я прекрасно понимаю. Конечно, легче гораздо говорить, чем это сделать. Но с другой стороны, спортсмены, особенно юниоры, когда и не демонстрировать выносливость и физику, как не в 20 лет. Поэтому я думаю, что если вспомнить тех же Бесика Кудухова, если вспомнить того же Виктора Лебедева, да, то есть вот именно во времена, когда им было по 20 лет, я думаю, что они там горы сносили, да? Да, конечно. Кстати, мы говорили о том, что вот спустя 16 лет Якутск вновь через месяц примет первенство России среди юниоров, да, вот Якутск, опять же, в центре спортивной подготовки пройдет первенство страны. Как раз Виктор Лебедев тогда первую свою золотую медаль завоевал. С этого начался его большой спортивный путь. Очень яркий турнир провел. Да, Виктор Лебедев демонстрировал очень красивую, классную борьбу. За его плечами и чемпионаты мира, и Олимпийские игры, и чемпионаты Европы. Ошибается здесь булава и 4-2 Мамадова. Посмотрите, на последних секундах вырывает победу. Ну, как вырывает, да, то есть понятно, что преимущество было на ее стороне, но забирает она еще оставшиеся 2 балла, которые позволяют ей уверенно чувствовать себя уже победительницей, потому что часто бывает, спрашивают, задают вопрос, победила, да, с каким счетом? 2-2, да, и у кого-то могут возникнуть вопросы, а если бы, да, кабы, но вот сейчас 4-2, никаких вопросов, и Рузанна Мамадова абсолютно заслуженно завоевывает золотую награду международного турнира памяти Романа Дмитриева 2023 весовой категории до 55 килограммов. И вот, пожалуйста, вашему вниманию замедленные повторы эпизодов, в которых она сначала потеряла 2 балла, потом сравняла счет, а дальше уже вышла вперед как по качеству, так и по количеству очков. Да, и как тепло, да, приветствовали трибуны. Мы видим, что центральный сектор, да, 2 центральных сектора полностью уже забиты болельщиками. Ну и, конечно, по боковым тоже у нас зрители, болельщики. Ну и мы знаем, что и по телевидению, и по Ютубу, да, на хостингах тоже смотрят сейчас за нашими соревнованиями. Мы на ковре С по-прежнему сейчас остаемся и посмотрим очередной бронзовый финал, но уже в весовой категории до 59 килограммов. Дарья Закаякова и Алиса Лужко. Россия и Беларусь. Еще одна представительница Беларуси. Да, вот видите, да, сколько спортсменок из Беларуси сейчас и в финалах, и в малых финалах, и за золотые медали борются. Да, ну а пока у нас, я так понимаю, церемония награждения весовой категории до 50 килограммов. Александра Копылова. Да, Надежда Куличкина. Сбирается на высшую ступень пьедестала. Да, спортсменки Солонго от Голбояр. И спортсменка из Узбекистана, да, я так понимаю. Поздравляем всех призеров, медалистов нашего турнира. Все они большие молодцы. Алена Карташова награждает Александру серебряный Копылову. Призер, да, Олимпийских игр. Да, заслуженная наша спортсменка, старший тренер по юношам. И смотрите, да, какие награды, и даже пояс чемпиона подготовили для чемпионки. Ну и медали, они тоже очень оригинальные, красивые. Думаю, что для спортсменов это не менее важно, да, чтобы была память о таком турнире.
Ну и сертификат на сумму для чемпионки и для личного тренера в том числе тоже на денежный сертификат. Да, 35 тысяч рублей получает победительница, 25 серебряный и 15 10, да, да? тысяч рублей. 15, да, 15. По 15 тысяч рублей бронзовый призер. Вот вашему вниманию, пожалуйста, еще раз замедленные повторы финальной схватки Александры Копыловой с Надеждой Куличкиной. Немного не хватило, мне кажется, именно опыта, да, борцовского Надежде Куличкиной, чтобы, в общем, держать, обуздать свои нервы, да, свое состояние, выстроить правильно тактический поединок. Да. Но Александра показала себя во всей красе и даже выиграла чисто технически, да. Да, весовая категория до 59 килограммов. Вашему вниманию бронзовый финал. Дарья Такаякова, Алиса Лушко. Коверце. Алиса Лушко, Беларусь. Начинается схватка. Весовая категория до 59 килограммов. Это не олимпийская весовая категория. Но при этом спортсменки довольно-таки легкие еще. Поэтому вправе мы ожидать от них зрелищной борьбы. И хотелось бы, конечно же, интересных эпизодов, завязок и красивых бросков. Такое ощущение, как будто выводит спортсменка из Беларуси свою соперницу на этот самый бросок. Но переключается она потом уже на шею соперницы. Пытается перевод осуществить, такое ощущение. Ну и тут же пыталась контратаковать Такаякова. И выводит за пределы ковра свою соперницу. Но сама там тоже оказывается. Но никак не удается ей оказаться за спиной оппонентки. Ну и, по-моему, без оценки оставили это действие. Да, действительно, там даже не столько вывод за пределы ковра был, сколько обе соперницы практически одновременно покинули желтую линию. И поэтому рефери не стали оценивать этот эпизод. Ну, пока нет какого-то явного преимущества. Пока по-прежнему силовая борьба. Вот Такаякова пошла в наступление. Лушко попыталась, нейтрализовав его, сама перейти в контратаку. Но пока не дошло до завершенного какого-либо технического действия. Прихватывает крепко руки соперницы Лушко. И выводит на бросок. Да, удается. Нет. Рефери оставляет без оценки как одно действие белорусской спортсменки, так и сразу же накрывшую ее по итогу этого эпизода Такаякову. Поднимает обеих спортсменок в стойку и, как я понял, 30 секунд активити дают Лушко. Поэтому вынуждена будет сейчас с еще большим рвением атаковать белорусская спортсменка. А впереди в первом периоде еще минута и 5 секунд. Вязкая борьба в центре ковра. Работа на втором этаже. И пока никак не могут ни Лушко, ни Такаякова осуществить какое-либо действие. Вот сейчас удается это Такаяковой, спортсменке из России. И 2 балла она записывает в свой актив. Чуть надавила, проявила упорство и посадила соперницу на 3 точки. Еще балл дали, как я понял, за то, что пыталась уйти от этой атаки Лушко. И 3-0. А, нет, извиняюсь, балл еще дали за то, что
закончилось время, истекло время активити. Лужко им не воспользовался. Вот сейчас Такаякова очередной раз переводит свою соперницу на настил ковра, зарабатывает еще 2 балла. И 5-0 это уже довольно-таки комфортное преимущество россиянки, которая не собирается останавливаться на достигнутом. Но ее останавливает свисток рефери на перерыв. Еще 2 балла сумела набрать Такаякова. Вот так выходит она на перерыв. Прям в статусе явного фаворита этого противостояния. 7-0 это уже серьезная заявка на победу. Серьезная заявка на бронзу. Посмотрите, как набирала первые 2 балла Александра Такаякова. Дарья Такаякова и Алиса Дарья Лужко. Такаякова. И сразу же после этого попытка ответа в исполнении Лужко из Белоруссии. Ну и воспользовался этим движением, инерцией своей соперницы Такаякова. И еще упрочила свое преимущество. Еще 4 балла приплюсовала себе. И сейчас, судя по динамике второго периода, начала второго периода, останавливаться на этом не собирается. Видимо, хочет завершить досрочно эту схватку. Ну, в принципе, логичное, наверное, решение, потому что если получается, если идет и понимает она прекрасно, что будет раскрываться соперница, то почему бы не попробовать. Посмотрите, на бросок выходила Лужко, но ошиблась и еще 2 балла подарила Такаяковой. Да, рисковала Лужко. 9-0 получился, и сборная России близка к очередной медали, да? Жирную точку остается поставить Дарье Такаяковой. 1 балл набрать для того, чтобы досрочно завершить схватку. Времени еще достаточно, поэтому возможности, я думаю, у нее будут. И будут в самое ближайшее время. Ну и понимает прекрасно, что надо ва-банк идти. Алиса Лужко. В самом начале поединка казалось, потому как она прихватывала руки соперницы, как она пыталась выцеливать бросок, что преимущество будет на стороне именно белорусской спортсменки. Но вот Такаякова, вот прямо как сейчас, завершая схватку победой, 11-0, ничего не позволила предпринять своей сопернице, ничего продемонстрировать не дала, а сама проявила максимум своей, наверное, заряженности на атаке, и которые вылились или трансформировались в 11 баллов преимущества. Наши поздравления, бронзовая награда переходит, скоро окажется на шее Дарьи Такаяковой из России. И вот замедленный повтор вот этого броска, который стал фатальным для Алисы Лужко. Да, а в финале нас ждет также противостояние 2 девушек из России и Беларуси. Наталья Хроменкова и Владислава Кудзин, да? Да, из Белоруссии. Ну и эмоции. Эмоции радости, смешанные с усталостью Дарьи Такаяковой, которая выложилась на ковре, хорошо поработала, ну и заслужила эту бронзовую награду. Да, известные в республике спортсмены тоже пришли посмотреть на соревнования. Конечно, люди близкие к борьбе. Ну и ждем мы, конечно, все финальные поединки. И в мужской борьбе скоро, да, среди юниоров у нас уже в ближайшее время выйдут первые финалисты. Хроменкова и Кудзин. На другом ковре сейчас продолжается схватка за бронзу также в этой весовой категории, поэтому надо подождать. Если есть возможность, посмотрим, наверное, за концовкой той встречи. Ольга Балютина и Лиана Сандак. Обе спортсменки представляют сборную России. И вот последние минуты этой схватки. Да, и в пользу Сандак завершается эта встреча. 4-0 выигрывает эту встречу спортсменка. Она из ТВ, насколько я помню. Победила Лиана Сандак.
И хорошая, уверенная победа. 4-0. И ждем золотой финал. Да, мы в ожидании финала. И зрелище, которое нам подарят представительницы весовой категории до 59 килограммов в главной схватке. Выходят девушки. Наталья Хроменкова и Владислава Кудзин. Вот она перед вами в синем трико, россиянка в красном. Как огонь и вода, да, как две стихии. Они сейчас сойдутся в этом финале. И кто-то из них увезет золотую медаль. Ну и казалось по первым секундам, что в роли огня Наталья Хроменкова будет наша спортсменка, а Владислава Кудзина будет тушить ее атаки. Но вот сейчас вроде бы пытается активизироваться именно белорусская спортсменка. Именно она идет первой в атаку и близка к тому, чтобы набрать первые 2 балла, что она и делает. Да, очень уверенно начинает, да, спортсменка из Беларуси. Также хорошо она сейчас работает и в партере, хотя нет, этот прием и не удался, но тем не менее порыв он виден, атакующий порыв, действительно. Но не всегда огонь побеждает воду, скорее наоборот, поэтому может быть как раз это и происходит на наших глазах, хотя Хроменкова вот еще 2 балла. Ну, здесь, да, преимущество достаточно серьезное уже, 4-0 на первой минуте. Я понимаю тактику Владиславы. Она попыталась сначала, вернее не попыталась, а сначала посмотрела на то, что предложит ей ее соперница. Когда поняла, что опасаться нечего, сразу же стремительно пошла в атаку и подготовила ее сначала, конечно же. И уверенно набрала следом 2 за 2 баллами и 4-0 уже ведет. И при этом еще достаточно времени в первом периоде. А она так заряжена и постоянно в движении, что не дает. Поймала кураж, возможно, да, девушка? Тем более, что 2 ее атакующие действия завершились успехом. Это всегда окрыляет, когда то, что задумано, оно воплощается, да, и 4-0 ведет с хорошим разрывом уже в первом периоде. Переводит руку своей соперницы, сразу же стремительно заходит за спину, но попытка. Да, россиянка сейчас захвата пыталась выпрямиться, да, может быть, сделать даже бросок, не получилось. И, наверное, арбитру стоит уже поднять спортсменок, не терять время. Последняя минута первого периода. Очень динамично проходит эта схватка. Не дает заскучать. Ну и все время работает, старается работать первым номером Владислава Кудзин. Когда она почувствовала этот вкус победы и почувствовала, как проходят ее атаки, она раз за разом бросается, и у нее получаются эти атаки еще на 2 балла. Да? Ну, как минимум 2, мне кажется, да? Да, 6-0 ведет. Вот в чем не откажешь Владиславе Кудзин, так это в ее напоре. Напор и нацеленность на вот такую силовую борьбу и точные проходы, против которых, посмотрите, как красиво ногу забирает. Вот это да. И еще 2 балла. У нас часто вот подобные проходы в ноги в хапсагае в национальной борьбе используются в пятку, да. Если вы помните, наш сегодня министр спорта Леонид Николаевич Спиридонов очень часто пользовался вот этим приемом. Ставил в тупик своих соперников, но он был в свое время очень техничным борцом. Выступал за Казахстан, да. Боролся на Олимпийских играх, чемпион Азии, призер
азиатских игр, призер чемпионата мира. Борьба Якутии в надежных руках. Не только борьба, а вообще весь спорт Якутии в надежных руках. Борцы, да? В руках спортсмена, который сам проходил все эти ступени, который прекрасно знает, что такое тяжелый труд, который прекрасно знает, что такое победы высокого уровня, ну и который ведет к этим победам своих подопечных. Совсем еще молодым человеком он на первых Олимпийских играх участвовал. Сейчас видишь эти кадры и понимаешь, насколько это все-таки сложно, да, эта борьба, насколько это сложный технический вид спорта. А у нас тем временем второй период начинается сразу же с атак Владиславы Кудзин, но Наталья Хроменкова пытается переломить неудачно складывающуюся для нее тенденцию. Вроде бы забирает ногу соперницы и близка была очень к тому, чтобы набрать первые 2 балла, но упирается, что есть силы Владислава Кудзин и не дает своей сопернице ничего существенного предпринять. Ну и пытается, конечно же, поставить точку. Владислава Кудзин, остается ей для этого 2 балла набрать. И вот остается также отметить точность атак белорусской спортсменки, которая раз за разом своей цели достигает. Достигает она своей цели и в этот раз. Да, и выходит за спину 10-0. Это безоговорочная победа Владиславы Кудзин, которая завоевывает 3-е золото, если не ошибаюсь, да, вот этого турнира. Да, это 3-я золотая медаль, разыграна на наших соревнованиях. 10-0 Владислава Кудзин приносит команде Беларуси золотую медаль. Вот так иногда бывает. Казалось бы, вот судя по сценарию начинающегося поединка, вот как раз по первым секундам вот этого поединка, можно было сказать, что будет, наверное, примерно равная борьба и победит тот, кто лучше воспользуется своими ситуациями. Но Владислава Кудзин сумела набрать 10 баллов, при этом не отдав ни одного своей сопернице. Поэтому сумела она очень интересно, да, у нас проходят схватки. Первое золото за Россией осталось, вторая медаль сборной Азербайджана, и вот 3-е золото уже в команде Беларуси. Хорошо, когда все-таки распределяются между командами медали, да, нет такого доминирования ни у одной команды. Конкуренция настоящая, спортивная конкуренция. И тот, кто мастеровитее, кто сильнее, действительно, сегодня тот и выигрывает. А у нас церемония награждения следующей весовой категории 55 до 55 килограммов. У нас чемпионка Рузанна Мамадова и серебряный призер Александра Булава. А вот это бронзовые наши призеры. Орлуке, да? Да. А нет, Глафира Степанова, извините, я вот там такая схватка была равная, что действительно вот она как раз. Да, Глафира Степанова победила свою соперницу в напряженной борьбе, и которая завоевала эту трудовую бронзу. Кстати, еще одна бронза у Волги Гордей, да? Гордей, по-моему, тоже у белорусской спортсменки. Очень много медалей действительно в сборной Беларуси. Это очень приятно, когда команда тоже издалека приезжает. Постоянный участник наших турниров, и турнира Дмитрия Петровича Коркина, и нашего турнира Романа Михайловича Дмитриева. Рузанна Мамадова, чемпионка из Азербайджана. Вот красивый пояс чемпиона на память для спортсменки. Якутск 2023. Счастливая улыбка победительницы. Это дорогого стоит. И Георгий Брайко, старший тренер сборной России по юниорам, по юниоркам, вручает сертификат личному тренеру Рузанны Мамадовой. А сертификат личному тренеру на 10 тысяч рублей. Да, приятно, когда и личных тренеров, да, вот отмечают спортсменов. Именно они куют славу спорта, готовят спортсменов высокого уровня, да. Эта работа, конечно, очень интересная, но очень сложная на самом деле, да. Это же
столько надо уметь, чтобы быть хорошим тренером. Быть и психологом, да, и отцом, и матерью, и другом, да, наверное. Все надо уметь. Когда-то у меня тоже был такой этап в карьере, когда я пробовал себя в тренерском деле, но понял быстро, что тренироваться я люблю больше, чем тренировать. Внимание зациклено на самом себе, а на самом деле это большой талант. Вот именно забыть про себя, всю энергию свою передать своему ученику и вылепить из него, выпистовать настоящего чемпиона. Не каждому это дано, и действительно это призвание. Да, призвание и творческое, наверное, жилка нужна обязательно для этого, да, ну то есть талант это нужен. Я бы сказал, что оно доступно только избранным. Не случайно в итоге эти избранные потом воспитывают чемпионов мирового класса, каким был, которым можно причислить в том числе Коркина, в том числе можно и Кузнецова причислить, да. Кстати, Роман Михайлович Дмитриев тоже заслуженный тренер и СССР, и России. Он тренировал сборные команды. В общем, в спорте он покорил все высоты, да. Да. Это уникальный случай. Алина Рыбкина и Маргарита Коуш, весовая категория до 65 уже килограммов, да. Россия и Беларусь. Очередное противостояние. Ну, сильнейшие команды, значит, у нас, да, женские. Да. Именно России и Беларуси. Рыбкина. Очень опасное положение, в котором находится сейчас Рыбкина. Но 5 баллов уже ведет, да, Рыбкина. А посмотрите, она вроде бы оказалась на настиле ковра, но... Нет, ну здесь неправильные цифры, да, я так смотрю. Табло 5-2, да, 5-2 счет, но 5-2. Казалось, что уже на самом деле очень плохое положение нашей спортсменки, но нет, на самом деле там амплитуды не было, и поэтому было просто... Да, нам надо будет предупредить наших телезрителей, что на телеканале НВК Саха наша трансляция прерывается в 7 часов вечера и пройдет другой эфир. Ну а запись нашей передачи вы сможете посмотреть, наши трансляции вы сможете посмотреть уже в 21:00. Это на телеканале НВК Саха, но трансляция на телеканале Мамонт, она продолжится. И в прямом эфире вы сможете посмотреть все финалы. Ну и, конечно же, не забываем о том, что на wrestlingtv.ru, это сайт Федерации спортивной борьбы России, все 3 ковра доступны, тоже можете посмотреть все финальные поединки. Да, это первый борцовский стриминговый сервис, который транслирует абсолютно все крупные соревнования, и которые вы можете наблюдать от первой и до последней секунды, от корки до корки, что называется, на нашем стриминговом сервисе wrestlingtv.ru. И поэтому, конечно же, подписывайтесь, следите за новостями, за видео, интереснейшими интервью. Все это на этом сайте, в том числе я прикладываю руку к развитию этого сайта. Почему? Потому что мои интервью также выходят на этом сайте. И все самые интересные новости, все самые интересные трансляции, контент из закулисья, все на wrestlingtv.ru. А у нас тем временем продолжается схватка Рыбкина и Коуш. 5-2 впереди россиянка в противостоянии с белорусской спортсменкой. 40 секунд, чуть больше еще бороться в первом периоде. Обеим спортсменкам. Белоруска идет в атаку, но готова была к этому наступу нашей спортсменки, представительница России, и сумела выстоять. Ну а теперь сама пытается извлечь пользу с данного эпизода, но, видимо, захват белорусской спортсменки не дает ничего предпринять россиянке. В академичном ключе завершается первый период. Будет ли какой-то сюрприз в исполнении какой-либо из спортсменок? Я думаю, что нет. Так спокойно поглядывает на табло Коуш. Ну и под этот аккомпанемент звучит свисток на перерыв. Алина Рыбкина, такая рослая спортсменка. Крупным планом она только что была. Вот вашему вниманию
повтор эпизода, когда вот пыталась вывести на бросок свою соперницу, она из Беларуси, ну а потом сама чуть было не накрылась. Ну да, амплитуды не было, поэтому в 2 балла оценили это действие рефери. Здесь больше даже сыграла роль то, что в опасном положении находилась наша спортсменка, которая ей грозила туше, и поэтому на волосок она была от досрочного завершения схватки, но сумела выкрутиться. Да, еще 3 минуты мы смотрим за этим бронзовым финалом. Далее нас ждет золотой финал в этой весовой категории между спортсменкой из Беларуси Дианой Глазуновой и россиянкой Кристиной Братчиковой. Ну, а далее уже пойдут финалы среди юниоров, да, юноши наши будут бороться. Тоже интереснейшие схватки. Предвкушаем. Начнем мы с больших весовых категорий. Это часто бывает у нас в Якутии, чтобы держать всех в напряжении до последнего. Потому что последней схваткой будет схватка нашего Льва Павлова против Баира Баяндуева. Весовой категории до 57 килограммов. Будет очень интересно посмотреть, да. Да, никакая это не тавтология, он действительно лев, что по имени, что по духу своему, по характеру и манере борьбы. Тоже он из борцовской семьи, отец тоже известный борец. Воспитал сына в таком тоже борцовском темпераменте, да. И насколько я знаю, он не представитель города Якутска, да? Нет, да, он из села Сунтар, это очень далеко, кстати, да, 1000 километров. В общем-то, там очень своеобразная тоже школа, интересная развивается. Ну, то есть такой вуз, район, который уже с хорошими традициями борцовскими. А это значит, что тяжелая домашняя работа не избежала его, и думаю, что в какой-то степени в том числе и это помогало ему и помогает ему сейчас вот одерживать свои победы, потому что хорошая закалка. Согласен. Да? У вас тоже в Дагестане наверняка, да, очень много ребят из разных районов, да, из аулов небольших, да. Вот у меня на Олимпиаде американские журналисты спрашивали, в чем главная сила Абдурашида Садулаева. Я их отправил на страницу Садулаева, какое-то видео, где он плугом работает в огороде, своему дедушке помогает вскапывать огород и баранует, и собирает потом сено вместе там. И Магомед Курбаналиев этим же самым занимается. Я говорю, вот, пожалуйста, вот этим занимайтесь, и победа будет на вашей стороне. Конечно, это шутка, на самом деле. Это действительно, я думаю, вносит свои коррективы. Думаю, учит трудолюбию, да, во-первых. Ну и, конечно же, уважение к труду вообще. И, как, насколько я знаю, не только в Дагестане, вообще в любом нашем регионе нашей страны, в том числе и в Якутии, кем бы ты ни был на ковре, там, дома, у дедушки, у родителей, ты абсолютно никто. Свое чемпионство ты можешь забыть, и там ты обычный работник, чернорабочий, который должен вновь и вновь доказывать свою состоятельность. Как на поле, вот я знаю, 2 наших богатыря, даже 3 богатыря, братья Хизриевы, Зелимхан и Хамзат Хизриев, и, конечно же, Анзор Хизриев. Все они являются большими пахарями постоянно. У них работа в поле. Отец время от времени то снег они собирают, то сено косят. А вот тем временем у нас интересные события развиваются в схватке Рыбкина и Коуш. 5-3 ведет представительница в красном трико, россиянка. Но очень непросто ей дается сдерживать атаки своей соперницы. Ну и за 3 секунды до конца вряд ли что-то сумеет предпринять представительница Белоруссии. Но было очень непросто и прям вот тяжело вздохнула Рыбкина. Далась ей очень сложно эта победа. Да, обе спортсменки. Все силы девушки, да. Прям очень рыдает. много эмоций. Рыдает наша спортсменка, конечно, ее можно понять. Она все силы оставила на ковре и впервые завоевала вот эту такую ценную для нее награду золото. Золото турнира, международного турнира памяти Романа Дмитриева, которая для нее является, наверное, я так понимаю, самой первой и самой большой наградой, наверное, на данный момент. Да, я полагаю, что так. И, конечно, эти эмоции понятны. Да, мы сейчас посмотрим финал на центральном ковре, как и полагается, да. Ну, а потом уже пойдет. Я извиняюсь,
бронзовую награду, да, конечно. Да, кстати, нам подсказывают о том, что остается у нас минутка, чтобы попрощаться с телезрителями НВК Саха. Спасибо за внимание. Смотрите в записи 21:00 на телеканале НВК Саха. Ну а мы продолжаем на телеканале Мамонт. Да, присоединяюсь к словам моего коллеги. Будет очень